Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами в Национальном музее имени Кузибая-Герда. А непосредственно сейчас мы находимся на экспозиции «Сокровища Ижевского арсенала». Меня зовут Никонов Денис, я сотрудник музея, а также преподаватель школы ружейного мастерства имени Леонардо Васьева. Там я преподавал живопись, рисунок и проектную графику. Темой нашего сегодняшнего лектория будет охотничье оружие. И вот на примере этого стенда мы разберем несколько образцов, которые здесь представлены. А они в самом деле очень интересные и есть что посмотреть. Ну, во-первых, мы с вами окунемся в историю и вспомним, что такое охота. Охота – это то, без чего человечество и его история невозможны. Первыми художниками были прежде всего охотники. И наскальная живопись, и орудия труда, и орудия охоты. Они все как раз являются теми плоскостями, на которых появляются первые элементы художественного оформления. Это буквально от линейного орнамента, геометрического. И потом он становится сложнее, сложнее, сложнее и сложнее. И вот когда прошли десятки тысячелетий истории человечества, мы с вами можем посмотреть, как охотничье оружие изменилось за это время, каким оно стало и каким стало его художественное оформление. Вот у данной витрины мы с вами рассмотрим 4 образца. Первый из них – штуцер охотничий с ударно-капсульным замком. Западная Европа, 1840-1860-е годы приблизительно. Вот. Штуцер небольшой. И что по нему можно с уверенностью сказать, то что штуцер, скорее всего, был сделан для охотника, который был на коне. То есть он такой конный вариант, потому что он коротенький. То есть он удобен в стрельбе с подъезда, он удобен в перевозке его, то есть он не будет цепляться длиной ствола за конскую амуницию. Вот. Также, что можно по этому экземпляру сказать, то что он рассчитывался больше на пулевую стрельбу. В нем видна четко очень нарезка стволов. И это была охота на дичь крупную. Скорее всего, это вот, с очень большой долей вероятности мы можем сказать то, что с таким ружьем на птицу в лед не охотились. Это могли быть только какие-то единичные выстрелы. То есть это, в общем-то, не дробовой вариант. Это именно пулевой. То есть то, чем можно взять крупного зверя. Штуцера охотничьи, они, как и охотничье оружие вообще, оно рассчитано по своей мощности несколько больше, чем огнестрельное оружие армейского варианта. С чем это связано? С тем, что зверь, он в большинстве своем, как то медведь, лось, кабан, какая-нибудь косуля, они выносливее человека, они мощнее человека. И чтобы подранка не было, пуля должна быть достаточно крупной. И выстрел должен быть таким, чтобы зверь по возможности не ушел, чтобы не доставить ему мучений. Это вот варианты охотничьего оружия, рассчитанного на охоту крупного зверя. Вот. Поэтому мощность всегда закладывается оружейная больше. И в данном случае у нас штуцер, он имеет еще такие признаки по своему хвату, по ложе, которые говорят о том, что это именно вот для пулевой стрельбы. Это хват. Потому что предохранительная скоба, она имеет такую конструкцию, что ее держишь удобно практически как пистолет.
Вот, то есть это такая полупистолетная ложа. Если у нас сама ложа, она английская, то есть дерево не выходит за рамки предохранительной скобы, то вот сама скоба, она как раз хват стрелка делает очень удобным. Что еще очень интересного можно сказать? То, что с данным образцом мы имеем пример инкрустации металлом, а именно латунью и медью. Эти элементы, они у нас есть на цевье, там, где шомпол крепится, на цевье вставочки тоже очень хорошо видны, они фигурные, они красивые, и они не просто врезаются в дерево, они еще декоративно оформляются резьбой. Причем резьба, она изящная. Резьба, она сделана с понижением фона, то есть она выпуклая. А в резьбе по дереву, именно на оружейных ложах, эти вещи делать труднее всего. Потому что гораздо проще резьбу сделать уже по готовой ложе и идти в углубление. А вот чтобы был рельеф, эти вещи понижать сложнее намного. Поэтому в данном образце это говорит о мастерстве. О мастерстве и о хорошем уровне мастера-оружейника, кто это изготовил. Вот. Дальше. Элементы гравировки на данном образце, они не такие большие, то есть их совсем немножечко. Что значит совсем немножечко? Совсем немножечко это значит вот столечко. Основной элемент гравировки у нас присутствует в штуцере на взводящемся курке, который бьет по капсюлю, и там уже происходит воспламенение. То есть гравировочка нанесена сеткой линейной, пересекающейся где-то под углом, 90 градусов, то есть близко к этому. Вот. И выполняет роль того, чтобы палец не скользил, чтобы удобнее было взводить спусковой курок. Спусковой крючок у нас внизу, а курок он у нас, естественно, выше. Вот. То есть вот эти все элементы, они говорят о том, что ружье сделано хорошо. Скорее всего, это был заказ частный, вот, потому что это непростое рядовое ружье, то есть непростой штуцер. Также здесь видны элементы, которые отсутствуют. Это пенал для инструментов по обслуживанию самого ружья, где могла быть отвертка, где могли быть другие принадлежности ружейные. Он непосредственно сам пенал отсутствует, но емкость и объем в прикладе под него есть. Дальше мы перейдем с вами к следующему ружью. Это охотничье двуствольное ружье с ударно-капсульными замками Бельгия-Льеж. Вообще, отдельно хотелось бы сказать вам то, что бельгийские оружейники – это вот тоже определенная своя каста. То есть у нас есть Австрия, очень сильная школа, Германия, в Зуле очень сильная школа. Австрия – это Ферлах, там Мекка, тоже оружейная, находится. Бельгия – это Льеж. В Англии много городов, в которых находятся оружейные мастерские, и также Италия. Вот в России у нас основные оружейные школы – это Тула и Ижевск. Есть еще Ковров, есть еще Вятские Поляны. Сестрорецкий завод тоже выпускал, но вот именно оружейные школы, которые славятся художественным оформлением оружия, все-таки это Тула, это Ижевск, а до Тулы это, естественно, оружейная палата Московского Кремля.
То есть вот это мастера-оружейники, которые известны у нас в России, и основные оружейные школы. Так вот, что касается данного образца, мы можем сказать то, что тоже труда вложено достаточно много. Стволы здесь непростые. Вот бельгийские стволы я уже не первый раз встречаю, которые из дамасской стали. И причем интересно получается так, что очень часто встречаются стволы, и я думаю, что вот как раз данный ствол, то нет, он все-таки является спаянными стволами. Встречать приходилось с такими примерами и экземплярами, когда два ствола не спаиваются, как обычно происходит вот в изготовлении данных ружей между собой, а они высверливаются из цельного куска дамасской стали. В данном случае у нас спаянные стволы, но так же, как и в первом образце, здесь очень витиеватая и очень интересная предохранительная скоба. Причем надо сказать, что она такого ажурного плана. Все завитушки, которые в ней есть, они слегка сглажены. И вот такой эффект волны, который от них складывается, он имеет еще очень важную утилитарную особенность и предназначение. То, что за счет того, что они сглаженные и углы не острые, ружье, рука по ружью, она легко скользит. И в данном случае, то есть вот у предохранительной скобы хват удобен как для прицельной стрельбы по крупному зверю, и также данным ружьем удобно будет пользоваться, если им нужно произвести выстрел навскидку по, скажем, летящей дичи. По уткам, по тетеревам, по глухарям, по разной боровой или водной дичи. То есть ружье универсальное. Калибр его тоже достаточно имеет большой запас. Во-первых, то есть пуля такого калибра, она калибр 8 здесь, это порядочный очень калибр. Большой, то есть и пуля большая, то есть она обладает серьезным таким останавливающим эффектом. И также я могу сказать точно, что и дроби здесь хороший, влезет в заряд много. Причем с такой дробью можно охотиться как с очень крупной с картечью, скажем, на волка, также и можно охотиться, что очень важно, скажем, на гусей. А для гусей там дистанция, она гораздо больше, требуется заряда больше. И, естественно, то есть из обычного ружья гладкоствольного зачастую гуся не возьмешь, потому что птица очень, она пугливая, очень внимательно следит, то есть к ней просто так не подберешься. Поэтому вот мы перед вами имеем образец бельгийского двуствольного, ствольно-зарядного, дульнозарядного капсульного ружья, которое могло применяться в охоте и на зверя крупного, и на боровую дичь. Следующий образец у нас ружье охотничье двуствольное с ударно-капсульными замками, австрийское, Вена, мастер Матиас Новотный. Калибр 17,3 мм, длина стволов 113 сантиметров. Итак, что можно сказать о данном ружье? Конструкция очень необычная, и она во многом, то есть как бы такая новаторская, потому что здесь мы имеем двустволку с вертикально расположенными стволами. И не просто с вертикально расположенными стволами, а стволы, они без цевья, то есть сами стволы и являются цевьем. Вот это очень важно. Шомпол, он крепился сбоку. На что влияет данная конструкция? То есть, ну, во-первых, из такого ружья
удобно очень охотиться не только на дичь летящую, на боровую или водоплавающую, но также ружье очень удобно и для охоты на крупного зверя. Калибр здесь тоже очень хороший. Вот. Надо еще что очень отметить в данном ружье, то, что здесь есть искусственная гравировка. Причем гравировка, она обронная, она не глубокая, но есть и также вот здесь вот элемент, где всечка золотом произведена. И на замковой части, и на стволах. То есть это вот всечечка золотом очень как бы деликатно произведена мастером. Здесь есть такой очень интересный элемент, касающийся сюжета. И сюжета, он развертывается как бы в 3 действиях. То есть вот то, что у витрины, если вы придете к нам в музей, а мы вас очень ждем, у вас есть возможность присесть и внимательно рассмотреть сюжет. Вот на правой стороне замка есть плоскость у курков, а точнее говоря, за ними, на которой в орнаментальных виньетках мы видим женщину, причем с ружьем, которая куда-то показывает рукой. На части, которая находится уже на шейке приклада у замков за курками, мы видим охотника, который уже держит в руках подстреленную дичь. А на левой части замков мы видим того же охотника, который уже отдыхает. И дичь рядом с ним висит на вот этих вот виньеточках орнаментальных. Это очень интересно. То есть здесь, получается, разворачивается действие как в 3 частях, как пьеса. У нас получается завязка, кульминация, развязка. Вот. Ну, вот данный пример и еще обладает еще одним очень тоже важным качеством, что за счет того, что цевья не стало, вес ружья стал меньше. То есть вот вообще в австрийских ружьях мы часто встречаем именно такое, то, что они, конечно, сделаны индивидуально. Они сделаны под непосредственного стрелка, охотника. На них часто изображаются какие-то именные вензеля. Заказчик имеет возможность задать определенный сюжет. То есть вот очень штучное производство оружия, то есть там развито прямо очень хорошо и имеет исторические корни. И сейчас, и Петерхофер работают. Ну, там мастерских и мастеров очень много. Ну, в общем-то, конечно, во многом и помогает законодательство, потому что в отличие от российского законодательства, в той же самой Австрии, Германии, Англии, Италии художественное оформление ружья не приравнивается к изготовлению ружья. У нас эти вещи приравниваются, и поэтому если, скажем, мастер начинает самостоятельно что-то гравировать на ружьях дома, может это закончиться все очень как бы нехорошо. Поэтому у нас гравировку на ружьях имеется в виду не на резьбе ложи, то есть здесь еще можно сделать что-то самостоятельно, а именно вот на частях, которые являются ружьем, без определенной лицензии и разрешения заниматься нельзя. Вот. Ну, есть такие особенности. И вот эти особенности законодательства, они определенным образом стимулируют художественное оформление. И то количество, скажем, ружей охотничьих, выпускавшихся и оформлявшихся в России дореволюционной,
в художественном оформлении их гораздо больше. И мастеров больше, и разнообразие, оно, ну, поражает. Вот, потому что было очень много мастеров, которые работали на дому. То же самое мы можем сказать о Ижевской оружейной школе. У нас много очень работало в дореволюционной России мастеров, которые работали на дому. И вот четвертый экземпляр, о котором мы с вами поговорим, это ружье охотничье, двуствольное, с ударно-капсульным замком, дульнозарядное, калибр 20. Вот. Тоже, что можно сказать? Ижевское ружье, полупистолетная ложа, ружье универсальное. В том, что длина стволов, она достаточно большая. Она позволяет охотиться на тех же самых, как я уже говорил до этого, гусей. То есть дистанция у нас может быть достаточно большой для выстрела. И в то же время калибр не 12, калибр 20, то есть калибр поменьше. О чем это говорит? Это говорит о том, что охотник может с собой взять большее количество патронов. И охотник должен быть более искусным стрелком. Потому что вот такого большого поражающего облака дроби по водной или боровой дичи, его будет меньше, нежели чем в 12-м калибре. Здесь калибр поменьше, но зато зарядов больше. Ты можешь дальше с этим ружьем уйти, и ружье такое же универсальное. Ты можешь стрелять и пулей, и дробью, но у тебя должны быть разные заряды. Единственное, что скорострельность, конечно, в дульнозарядных ружьях, она от казенно-зарядных отличается, и она, конечно, ниже. Но пример все равно очень достойный. И что нужно сказать, что качество сборки и качество подгонки деталей, оно высокое, несмотря на то, что цена ружья небольшая. Вот и из-за этого многие ижевские ружья и до революции, и после революции активно шли на экспорт, и их покупали за границей из-за цены и качества. С вами был Никонов Денис. Приходите на экспозицию «Сокровища Ижевского арсенала». Мы вас ждем в музее. До новых встреч, а мы будем готовить для вас новые выпуски наших лекториев.